Друзья, я вас всех рад приветствовать. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий доктор китайской медицины, фитотерапевт, нутрициолог, и это канал про здоровье. Сегодня мы с вами будем обсуждать чудо-специю золотого цвета, которая называется куркума. Про куркуму написано огромное количество научных статей. Про куркуму постоянно говорят натуропаты, нутрициологи, доктора китайской медицины, доктора аюрведы. Это золотое растение, которое используется для лечения многих заболеваний. И, конечно же, я не мог обойти куркуму мимо и вам про нее не рассказать, поскольку она обладает большими свойствами, очень полезными для восстановления здоровья. Говоря про куркуму, хочется рассказать, что в куркуме используют для лечения именно корень, измельченный. Но поскольку у нас фармпромышленность очень сильно развита, в куркуме нашли основное действующее вещество, которое называется куркумин. И именно из него делают БАД, биологически активную добавку, которая обладает большим количеством фармакологических свойств. Первое свойство, которое часто мы используем в своей работе, это противовоспалительное действие. И благодаря противовоспалительному действию куркумин и сама куркума очень хорошо снимает воспаление в нашем организме. И неважно, где оно находится. В тазобедренных суставах, или это какое-то нейровоспаление, или это воспалительный процесс в печени. Конечно же, БАД куркумин будет действовать в десятки раз сильнее, нежели просто куркума, поскольку в самой куркуме концентрация куркумина намного меньше. Но и куркума тоже будет иметь очень большой и положительный эффект. Чуточку позже мы про это с вами поговорим. Второе очень важное действие, которое реализуется в куркумине, это противоотечное действие. То есть если у человека помимо воспаления еще идет отечность ткани, отечность сустава, то куркумин здесь тоже очень хорошо работает. Третье действие. Куркума замечательно очищает кровь, поэтому куркуму и куркумин хорошо использовать в протоколах детоксикации, то есть в протоколах очищения организма. Следующее свойство ценное куркума и куркумин понижает уровень сахара. Это я тоже проверил на своих пациентах. У кого есть предрасположенность к инсулинорезистентности или повышен сахар, то куркуму тоже можно и нужно обязательно добавлять в рацион. Конечно же, это антиоксидантное действие. Я думаю, многие мои слушатели слышали про теорию свободных радикалов, когда наш организм работает, и внутрь нашего организма поступают токсины, есть какое-то воспаление, это приводит к выработке свободных радикалов, которые ухудшают работу клеточек. Так вот, куркума замедляет, скажем так, выведение свободных радикалов и омолаживает наш организм. Поэтому ее используют в медицине и аюрведической, и в тибетской медицине, и в китайской медицине. И есть еще одно очень такое важное свойство куркумы – это защелачивание нашего организма, которое тоже используется в детоксикационных протоколах. То есть куркума и само действующий куркумин – это чудо-препарат, который я использую постоянно в своей работе за счет его ярко выраженных свойств. Есть еще одна причина, по которой я часто стал использовать куркумин. Во времена ковида, я думаю, многие мои слушатели на себе ковид испытали в том числе побочные явления данного вирусного заболевания. Много людей приходило с воспалением в сосудах. И вот это воспаление в сосудах, оно очень сильно сказывалось на эндотелии сосудов. Эндотелий – это, скажем так, внутренняя ткань, которая выстилает наши сосуды изнутри. И вот эта эндотелий сосудов, внутренняя выстилка сосудов, она синтезирует гормоны. И если эндотелий сосудов разрушается, то это приводит к изменению и текучести крови, и к нарушению гормонального баланса, и к более быстрому старению организма. Поэтому один из способов восстановить вот эту внутреннюю выстилку сосудов – это употреблять куркуму. Как же мы будем с вами употреблять куркуму? Если это БАД, если это биологически активная добавка куркумин, то мы его употребляем длительным курсом не менее 2-3 месяцев в инструкционной дозировке. Если вы используете просто куркуму, порошок, то куркума пьется по чайной ложечке 2 раза в день, растворяя ее в стакане теплой воды. Я часто еще рекомендую добавлять лимон обязательно к куркуме для того, чтобы усилить ее свойства. То есть, если вы лечите какое-то заболевание, я рекомендую БАД куркумин. Если вы просто занимаетесь профилактикой, очистить свою кровь, снизить уровень воспаления,
усилить свой метаболизм, то я рекомендую куркуму. Куркуму я рекомендую покупать не в обычных магазинах, которые у нас есть в городе, а рекомендую искать именно специальные магазины, где торгуют специями, потому что только там можно найти хорошую, качественную куркуму. В аюрведе принято куркуму, то есть золотой порошок, пить с молоком. Многие нутрициологи рекомендуют пить с растительным молоком, потому что не все нутрициологи хорошо относятся к молоку. Я здесь, наверное, дам вам общую базовую рекомендацию: просто растворять куркуму в воде. Также куркуму можно добавлять и к пище, к рису, к любым другим крупам. Кто-то сыпет даже на мясо, которое употребляет. Это тоже хороший вариант включения такой полезной специи в рацион. Сегодня мы с вами познакомились с очень интересной специей, и я надеюсь, вы ее начнете подключать в рацион. Также про специи и другими полезными травами, препаратами я делюсь в своем телеграм-канале. Ссылочку на телеграм-канал можно будет увидеть в описании под этим видео. Обязательно туда вступайте, и там очень много полезного бесплатного контента, который я специально готовлю для вас, для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали, для того, чтобы вы были всегда в тонусе и были здоровы. Также специально для людей я создаю продукты для оздоровления, для очищения организма. У меня есть продукт по очищению лимфатической системы, у меня есть специальная антипаразитарная программа, есть продукт для восстановления желудочно-кишечного тракта. Ссылку на эти продукты я положу под данным видео в описании. Если вам интересно, проходите по ссылкам. В этих продуктах сконцентрированы все мои знания, как восстанавливать, как лечить человека. И уверен, они вам будут очень полезны. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, какой есть у вас опыт применения куркумы и куркумина, как он вам помог. И увидимся с вами в следующих видео. Хорошего вам продуктивного дня и мира вашему дому.